Добрый вечер. А теперь о главном. Почти все государственные органы и даже негосударственные в эти последние августовские дни пребывают в некотором возбуждении. В Бишкеке проходит 61-я сессия ПИАК, постоянно действующей международной конференции по алтаистике. Кыргызские спортсмены выступают в Индонезии на азиатских играх. На Иссыкуле идут последние приготовления к играм кочевников. Все родители готовят своих детей к школе, и вся страна готовится ко Дню независимости. Дата не совсем юбилейная, но 27 лет достаточно большой срок. И, в принципе, какие-то выводы из периода независимости, какие-то результаты должны бы быть. Но хвастать особенно нечем. Кыргызстан за независимость не воевал, кровь не проливал. Баталий ни политических, ни экономических в виде блокады или других вынужденных мер, как, например, сейчас в Каталонии, не было. Политическое противостояние было только в Москве. Сцепились президент СССР Михаил Горбачев и Борис Ельцин, президент самой крупной республики, входившей в состав Союза. Из-за их междоусобицы распалась самая крупная держава мира, а побочным продуктом всей этой центробежной круговерти оказалось то, что многие другие республики получили независимость достаточно случайно. Если три республики Прибалтики, которых в 1940 году к СССР присоединили насильно, в течение 50 лет не могли с этим смириться и все-таки периодически выступали против, три республики Закавказья иногда брали с них пример, то в Центральной Азии таких антисоветских настроений почти не было. А лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев даже собирался стать главой правительства всего Советского Союза. Может быть, поэтому в Кыргызстане после обретения независимости в 1991 году не получилось резкого движения вперед, потому что не было никакой инерции движения. И даже наоборот, разрыв экономических связей между предприятиями, прекращение поставок комплектующих или возникшие таможенные барьеры, несмотря на все таможенные союзы, просто разрушило всю экономику. Руководители же страны, вместо того, чтобы воспользоваться полученным в руки редчайшим историческим шансом и поднять страну на качественно новый уровень, погрязла в противоречиях между общественными и личными интересами, да еще в интригах между собой. Новое руководство страны, избранное прошлой осенью, тоже получило редкий шанс начать все сначала и восстановить поступательное движение в развитии. На торжества, намечаемые к проведению 31 августа, приглашены оба экс-президента, которые еще остаются на территории Кыргызстана, и Роза Отунбаева, и Алмазбек Атамбаев. Никто не сомневается, что Роза Исаковна на торжество обязательно придет, а вот с другим экс-президентом несколько сложновато. На предыдущие подобные торжества, проводившиеся 7 апреля, он не явился, сославшись на здоровье. Как раз за неделю до этого, 31 марта, Атамбаев провел съезд СДПК и затем перед журналистами начал критиковать действующего президента. Так что его тогдашнее состояние можно понять. Человек не таким видел дальнейшее развитие событий. Вы знаете, я с удовольствием ушел с поста президента. Потому что если ты по-настоящему работаешь, это очень тяжелая работа. И я считаю, что Сапар Жумакадырович Исаков справляется со своей работой. Я, в принципе, молчал до этого и даже Сапара Жумакадыровича попросил, говорю, потерпи, говорю. Играла роль и то, что необходимо было стоять рядом с Отунбаевой, которую он сам лично прилюдно заставил покинуть торжества по случаю Дня независимости 31 августа 2016 года. Но любой политик, тем более избранный, должен понимать, что 6 лет пролетают быстро, полномочия переходят в другие руки. И каким бы близким тебе преемник ни был, это все-таки другой человек, другое видение, другие принципы. И можно только приветствовать, что, несмотря на все эти хитросплетения, новый президент на все подобные мероприятия приглашает всех наличествующих в стране экс-президентов. Если бы тогда, 31 августа 2016 года, на торжествах присутствовали принципиальные политики, они бы ушли с площади вместе с Отунбаевой. Но даже до сих пор такие принципиальные пока не очень проглядываются. Поэтому и Джорку Кенеш, и Бишкекский Горкенеш, и все другие единогласно голосуют против тех решений, которые они сами же ранее единогласно принимали. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аеп. Всего вам хорошего и до свидания.